самое главное, мы сохранили объемы 2019 года. В год пандемии стройиндустрия республики свою работу не прекращала. Ее драйверами стали национальный проект «Жилье и городская среда» и нормативные послабления. Часть СНИПов и ГОСТов после обращения Татарстана к федеральным властям стала рекомендательной и была упрощена. Благодаря этому удалось сохранить объемы построенного жилья. Сейчас по этим показателям Татарстан первый в Поволжье и пятый в стране. То, что происходит сегодня в республике под руководством Рустама Нургалиевича, оно показывает, как не просто на бумаге, но как в жизни необходимо делать для того, чтобы люди потом просто говорили спасибо. Особенно показательной в этом плане стала президентская программа «Наш двор». За первый год реализации в Татарстане благоустроили более 1000 дворов. И это треть того, что сделали во всем Поволжье. Я понимал, что первый год он будет непростой, но мне кажется, вот за прошлый год мы получили огромный опыт. Венера, поэтому газуйте больше, не сбавлять обороты. Двор это каждый день. Это настроение людей. Настроение должно улучшиться и у обманутых дольщиков. Все долгострои республики завершим к концу этого года, обещает министр строительства, для которого эта коллегия стала первой в новой должности. В 2020 году, в том числе благодаря республиканским механизмам, было сдано 7 объектов для 398 дольщиков. Одно из последствий пандемии – нехватка кадров в отрасли. Из-за закрытия границ не досчитались каменщиков. Отсюда новая задача – больше и лучше готовить своих специалистов. Так, работой Казанского архитектурно-строительного университета президент остался доволен. Здесь учебу совмещают с научными исследованиями. Это высокопрочный бетон, мелкозернистый-песчаный. Это цементы низких потребностей и высокомодульный полимер композитной арматуры. На фоне успехов в строительстве хромает республиканская сфера ЖКХ. Треть сетей вода и теплоснабжения нуждаются в замене. К сожалению, почти каждое третье предприятие в отрасли жилищно-коммунального хозяйства остается убыточным. Небольшая рентабельность не позволяет предприятиям отрасли тратить значительные средства на обновление основных фондов. Этой сфере Рустам Минниханов поручил уделить больше внимания. Сейчас главное без аварий и жалоб от населения провести отопительный сезон. Все случаи, проблемы, которые у нас возникают, каждый раз меня информируют, но в этом году что-то мы имеем много проблем, особенно по Казани. Все надо будет проанализировать эту ситуацию. Значит, то тепло, то вода, то труба. Чтобы дела в ЖКХ стали лучше, федерал советует больше внедрять современных энергосберегающих технологий. Это можно делать не только на домах, это можно делать на любом муниципальном здании. В Европе, например, уже давно существуют, в том числе и детские сады, и школы, которые работают от альтернативных источников энергии, тем самым экономятся, в первую очередь, муниципальные деньги. Это тоже надо считать. Также важным вопросом для строительного комплекса остается разработка и утверждение генпланов и правил землепользования и застройки поселений. Еще и задач на будущее – продолжение программ капремонта и переселения из аварийного жилья. Дмитрий Арин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.